4, 5, я говорю, ты картошку, я говорю, 8, 9, 9, 10. В Сыктывкарской мэрии приятные хлопоты. 25 тысяч масок, а это 5 огромных коробок, расходятся за минуты. Жилкомсервис, жилкомуслуги, дорожное хозяйство. Сотрудники этих предприятий ежедневно подвергают себя огромному риску. Они получают по 3000 масок, столько же выдают перевозчикам. В связи с тем, что обработка на общественном транспорте, на автобусах проходит ежедневно и неоднократно, то есть мы обрабатываем не реже 4 раз в день транспортные средства, соответственно, существует высокая потребность именно в дезинфицирующих средствах, в перчатках, ну и, конечно же, в масках, потому что и водители, и кондуктора, они, конечно, находятся в особой зоне риска. Вот одноразовые маски, их нужно менять раз в 3-4 часа, поэтому в день уходит на одно транспортное средство до 8 масок. Большую партию масок получают и речники. Вскоре в столице Коми начнется навигация. 18 экипажей, это 60 человек, ежедневно будут контактировать с пассажирами. В среднем за сутки на 8 судах переправляются до 1500 человек. Навигация начнется дней через 10 уже. Это не такой большой срок. Насколько мы знаем требования, нужно будет 2 маски на человека где-то в день. Поэтому сегодняшний запас хватит нашим речникам приблизительно на 3 недели. Эжвинский район получает 5000 масок, Сыктывкарский водоканал – 2500. Еще 500 распределяют управлению капитального ремонта. Помимо масок, мэрия выдает и 2000 резиновых перчаток. В условиях повышенного спроса ритмичность не всегда поспевает за потребностью. Поэтому для сглаживания временных недостатков организована работа по поручению руководителя администрации и при непосредственном взаимодействии с органами республиканской власти. Мы получили достаточно большое количество средств индивидуальной защиты, которые сейчас предоставляются нашим подведомственным учреждениям, организациям, предприятиям, а также перевозчикам, которые испытывают особую потребность в таких средствах индивидуальной защиты. Во главу угла, конечно же, ставится безопасность работы самих сотрудников и безопасность для окружающих. А эта партия масок Центру социальной защиты населения выделяют 2000 штук. Ими обеспечат всех специалистов, которые доставляют пожилым людям на дом продукты и лекарства. Мы их будем выдавать тем специалистам, которые работают с населением, то есть непосредственно ходят по городу, приносят продукты. Есть у нас специалисты, которые ходят и по тем людям, которые оказались в какой-то критической ситуации, которые обращаются к нам. Поэтому эта работа от нас никуда не ушла, к сожалению. А своих специалистов мы должны защищать. Сейчас лечебные учреждения комплектуются дополнительными койками. Существенно увеличены поставки медикаментов в больницы и средств индивидуальной защиты для Золотого фонда, наших врачей, которые ежедневно рискуют собой. Республике помогает крупный бизнес. Об этом рассказал в Рио главы Коми в своем обращении к населению. Огромная благодарность бизнесу за солидарность, не просто за слова, а за деньги, за реальную помощь. МОДИ, Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, Клаус Пеллер выделил 130 миллионов. Мы их уже запустили на оплату за СИЗы и за приобретение самых важных сейчас аппаратов ИВЛ. Думай о мире, готовься к войне. В Рио главы Коми Владимир Уйба принимает управленческие решения, исходя из самого пессимистичного прогноза. Алексей Корчма, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.